Здравствуйте! Сегодня вновь о самых важных событиях уходящей недели расскажем в информационном выпуске событий недели на Гал Медиа. С вами Аманда Поня и коротко о главном. Символ силы, мужества и стойкости. В Гале отметили 32-ю годовщину Дня Победы и независимости. С памятью о войне, желанием мира в детских садах и школах Галского района прошли утренники к 32-й годовщине Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Профилактика прежде всего. После аварии на водоводе Галская СС рекомендует кипятить питьевую воду. 30 сентября в Абхазии отметили главный праздник День Победы и независимости. 32 года назад, 30 сентября 1993 года, бойцы абхазской армии вышли к берегу приграничной реки Ингур и водрузили там абхазский флаг. Война, длившаяся 413 дней и ночей, завершилась полным освобождением республики от войск Госсовета Грузии. В республике нет практически ни одной семьи, где бы этот праздник не отмечали с большой радостью и одновременно со слезами на глазах. Этот день в истории Абхазии знаковый. Он знаменует окончание Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов. 30 сентября президент Абхазии Бадыр Гунба обратился к народу Абхазии по случаю 32-й годовщины Дня Победы и независимости в ходе церемонии возложения цветов в столичном парке Славы. Это не просто дата в календаре. Для каждой семьи это день памяти и гордости. День, который стал символом мужества, безграничной любви к Отечеству, отметил глава государства. Дорогие ветераны, уважаемые гости, дорогие наши соотечественники! Сегодня мы собрались у священного мемориала, чтобы отметить самый главный священный праздник в новейшей истории Абхазии – День Победы и независимости. Это не просто дата в календаре. Для каждой семьи это день памяти и гордости, день, который стал символом мужества, безграничной любви к Отечеству. Победа далась нам дорогой ценой. Тысячи лучших сыновей и дочерей Абхазии отдали свои жизни за независимость Родины. Наша свободная земля пропитана их кровью. Имена героев навсегда останутся в исторической памяти народа Абхазии. Мы не можем говорить о нашей победе, не вспоминая тех, кто стал ее символом. Это первый президент и национальный лидер Владислав Григорьевич Ардунов. Самые тяжелые для нашего народа дни рядом с Владиславом Ардуновым стояли военный стратег, талантливый полководец Султан Сосналиев и отважный генерал Сергей Твар и другие командиры. Я прошу почтить память всех, кто отдал жизнь за Родину минутой молчания. Президент России Владимир Путин поздравил народ Абхазии с Днем Победы и независимости. Поздравительную ноту зачитал на праздничном параде в Сухуме первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Уважаемый Бадыр Зурабович, дорогие друзья, уважаемые ветераны Отечественной войны народа Абхазии, товарищи военнослужащие, гости и участники парада. Для меня большая честь огласить приветствие президента, Верховного Главнокомандующего России Владимира Владимировича Путина. Уважаемый Бадыр Зурабович, уважаемые граждане Республики Абхазия, примите самые теплые поздравления по случаю Дня Победы и независимости. Этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа Абхазии, который в нелегкой борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь. Отношения между нашими странами успешно развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. Символ силы, мужества и стойкости. В Гале отметили 32-ю годовщину Дня Победы и независимости. Тея Басария с подробностями.
30 сентября в Абхазии отмечается один из главных и дорогих сердцу праздников – День Победы и независимости Республики Абхазия. Эта дата напоминает о героической и трагической странице в истории страны – завершении Отечественной войны народа Абхазии, которая принесла народу свободу, но унесла тысячи жизней. В Галском районе, как и по всей республике, этот день прошел в особой торжественной атмосфере. С утра у мемориала собрались жители района, сотрудники администрации, школьники, педагоги и представители организаций. Несмотря на дождь, люди пришли, чтобы почтить память павших и выразить благодарность тем, кто отстоял независимость Родины. Гости из Тамбова и Ярославля, прибывшие в Абхазию, вместе с местными жителями возложили цветы и почтили минутой молчания память героев. Ахатаимя изнысыз хабас шамшава Шакаламла турыханыззас Шишыпсала гумшара зырпшва Доухала Имчала, Хайтоала, Башка Хацадза. Амта ясна, Яйдя ханза, Яд шоша шерца кашара. Хазарала, гумшарала, была дала шалая зазга. Шхазых нöшцаз, шторых я нöшцаз, дирах я нöшцаз, я лама кашара. Ашха купшва, рыблала шапшвейт, Шипсква тоша, шапха тобахвейт. Шардамта, ачарамта яха, и хашта знахатзой. Сегодняшний день у нас 32-я годовщина Победы, это праздник. Он и правда и со слезами на глазах, и радость, и все смешанные чувства. Мы вспоминаем в этот день наших ушедших, наших погибших. Но надо делать все, чтобы войны никогда не повторялось. Надо делать все, чтобы все народы жили в мире и согласии.
на фоне того, что сейчас происходит во всем мире, правда, очень страшно становится. И мы должны, взрослые, сделать все, вот всегда взаимодействуем, никогда не смотрим ни на какую ни национальность, ни на вероисповедание. Мы все делаем так, чтобы все народы были в мире. Дай Бог, чтобы у нас у всех это получилось. После церемонии возложения цветов участники переместились в Дом культуры. Там состоялась торжественная часть, где с поздравительной речью выступил глава района. В своем обращении он отметил, что этот праздник объединяет поколения, напоминает о цене свободы и об ответственности за будущее страны. Дорогие ветераны, дорогие друзья, в этот день мы всей страной преклоняемся перед мужеством и силой духа нашего народа, как и перед теми, кто, оставив свой дом и семьи, отправился добровольцем защищать Абхазию. Благодарим за бессмертный пример сплоченности и любви к родине, любви к братским народам. Люди разных национальностей, вероисповеданий в те трагические дни сражались за каждый метр абхазской земли, отражая натиск врага. И сегодня, в этот священный день, чтобы разделить радость победы, с нами вновь наши друзья. В этой войне мы доказали, что только вместе мы должны достичь, казалось бы, невозможного. Только мир, дружба, а главное правда вершат истинную победу. Непроходящая боль зазывается в нас ужасы ладской трагедии, январского, мартовского наступлений, муки жителей благодатного Ткварчала и многое, что пришлось пережить Абхазии. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чья жизнь отняла война, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных и близких. Скорбим о ветеранах, которые ушли вместе с нами. Прошу почтить минутой молчания память наших героев. Добрый день, товарищи, добрый день, гости, жители Галицкого района. Поздравляю вас с праздником, Днем Победы. 32 года тому назад закончилась грузино-абхазская война, длившая 413 дней, унесшая многие жизни детей и женщин, наших братьев, сестер. Но сегодня, слава Богу, таких войн в Абхазии больше нет и, наверное, больше и не будет. Пусть будет мир в каждом доме из вас. Гости из России также обратились к собравшимся с теплыми словами. В этот знаменательный день желаем всем жителям Республики Абхазия благополучия, счастья, процветания в вашей прекрасной родине. Пусть ваши сердца наполняются радостью и гордостью за вашу страну, достижения и успехи которой станут символом силы и независимости, а каждый житель Абхазии ощущает уверенность в завтрашнем дне. Всем крепкого здоровья и мирного неба над головой. Мы всегда рады видеть вас на нашей земле. Всех с праздником Победы! Особое внимание было уделено современным героям. Константин Пиля вручил удостоверение добровольца ветерана СВО Анрику Зухбая, подчеркнув, что подвиг защитников Отечества продолжается и сегодня, а связь поколений воинов и защитников Родины остается неразрывной. Он также передал удостоверение семье погибшего в ходе СВО Батала Бигвава. Как вы все знаете, в зоне СВО погиб Бигвава Батал Джоневич. Это друг, вместе воевали, вместе защищали. И вот я сегодня передам удостоверение для передачи семье посмертно. Такая у меня миссия. Спасибо. Для гостей и зрителей был показан мини-фильм «Хроники войны». Праздничную атмосферу украсили выступления творческих коллективов Галского района. Ансамбли «Мурзакан» и «Самурзакан» подготовили яркую концертную программу, наполненную национальными песнями и танцами.
сегодня был прекрасный концерт коллективов районных и республиканских. Нам очень понравилось все, и считаем, что наши совместные отношения между городом Ярославлем и Галским районом необходимо развивать на уровне гуманитарных, социальных проектов, на уровне детских коллективов, культуры. Обязательно. Я благодарен тем, кто организовывал этот концерт. И, конечно, я в первую очередь благодарен, наверное, Константину Эдуардовичу за его предложение посетить этот праздник на территории города Гал. Еще раз, всем добра, процветания, здоровья. Мы вместе, вы прекрасный народ. И действительно, нам всегда было и есть, как идти по пути. Всех с праздником. Выступления создали ощущение единства и радости. Торжество прошло в теплой и душевной обстановке. День Победы и независимости – это не просто праздник, это символ силы, мужества и стойкости народа Абхазии, память о прошлом и уверенность в завтрашнем дне. Тея Басария, Борис Цацуа, Александр Хуторов, Гал Медиа. В честь празднования 32-й годовщины Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии город Гал 30 сентября посетили делегация из города Ярославля под руководством заместителя мэра Николая Степанова, а также из Тамбовской области под руководством главы Петровского муниципального округа Сергея Ифанова. После официальных мероприятий в администрации Галского района также состоялась встреча с главой администрации Галского района. В знак дружбы и солидарности гости вручили Константину Пиля памятные подарки. Уважаемый Константин Эдуардович, от имени мэрии города Ярославля и от всех ярославцев приветствую вас и передаю искренние поздравления с Днем Победы и независимости Абхазии. Позвольте мне представить моих коллег. Петров Сергей Владимирович, директор акционерного общества Яргортеплоэнерго, депутат муниципалитета. Да, приятно. Удальцов Андрей Дмитриевич, глава территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского района города Ярославля. Это одна из самых больших администраций. Да, спасибо, что здесь сегодня, коллеги. Спасибо. Спасибо, для нас очень важно. Константин Эдуардович, в мае 2024 года вы были с визитом в городе Ярославле. Мы очень тронуты были этим визитом. Мы вам показали множество мест в Ярославле. Мы проехали в школу 21, современную школу, помню, IT-развития и высочайшей подготовки. Мы с вами побывали на городском телеканале, на ряде промышленных предприятий города. В ходе визита состоялся официальный прием в правительстве Ярославской области, где был подписан протокол о намерениях о реализации совместных мероприятий в 2024-2025 годах. Мы рады вашему приглашению, ведь делегация города Ярославля впервые посещает сегодня, и вчера, и сегодня, Галский район Республики Абхазия. В ходе поездки мы надеемся узнать ближе Галский район, определить возможности для дальнейшего сотрудничества. И на основе нашего с вами будущего сотрудничества наверняка лежат совместные гуманитарные проекты и, возможно, какие-то другие проекты. Предлагаю обсудить их вместе с вами, наметить пути дальнейшего нашего взаимодействия и продолжать нашу совместную работу в этом направлении. Спасибо. Спасибо, Николай Ильич. Благодарю вас. Спасибо. И от имени мэра города Ярославля Молчанова Артема Владимировича я передаю поздравительный адрес с этим великим праздником. Да, спасибо. Большой привет ему. Спасибо, благодарю вас. Да, Для нас большая честь, что вы сегодня рядом с нами в этот день. Наша поездка была незабываемая. Мы даже, помню, запланировали как-то еще такую частную, еще хотели свою программу, приехать там с друзьями, побыть и по Золотому кольцу, соответственно, Ярославль. Прекрасный город, прекрасные люди. И думаю, у нас будет такая возможность, что мы обязательно еще приедем. А сегодня, то, что вы сегодня с нами, это действительно поступок, это такой шаг, и для нас честь вас тут принимать. Надеюсь, вас расположили нормально, все вас не особо напрягает. Да. Спасибо за поздравления. И позвольте нам вручить небольшие подарки. Вот у нас есть такой значок с гербом города, да, мы тоже хотим вам и вашим коллегам подарить, чтобы вы всегда... Ага, значок такой, да? Да, помнили Ярославле. Да. Спасибо. Да, здесь еще у нас есть книга о городе Ярославле.
Это о том, как он строился, застраивался. Прямо биография красили, Да. прямо все этапы, да? Тут как становился город, как, да? Спасибо. Спасибо еще раз. Спасибо, коллеги. Спасибо. Вот я бы хотел сказать, что, значит, народ Абхазии – это вот такой народ. Никогда его никто не завалит, ни в какие времена, ни при каких обстоятельствах. Так что поставьте на самое видное место. И когда вам становится плохо, вы уклонитесь от этого. И в честь 32-й годовщины Дня Победы и независимости Республики Абхазия в Гале был дан салют. Президент Абхазии Баатыр Акунба подписал указ о призыве на военную службу в октябре-декабре 2025 года. С 1 октября по 31 декабря на военную службу призываются граждане Абхазии от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву. С военной службы увольняются те, чей срок службы по призыву истек. Сотрудники СГБ задержали в селе Чащикуара гражданина Грузии Хизанишвили Шалву Давидовича по подозрению в шпионаже в пользу Грузии. Подробности в материале пресс-службы СГБ Абхазии. В ходе реализации оперативной информации 1 октября 2025 года сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия в селе Чащикуара Галского района был задержан гражданин Грузии Хизанишвили Шалва Давидович по подозрению в шпионаже в пользу Грузии. За голову руки стоит! На колени! На колени! Руки за спину! Хизанишвили Шалва Давидович, 1986 года рождения. Вы подозреваетесь в преступлении, предусмотренное статьей 274 УК РА «Шпионаж», на основании чего, согласно постановлению, в данном помещении в присутствии понятых будет проводиться обыск. Автомат Калашникова.
что написано на автомате? Здесь написано «Саакашвили Сулейман». Переводится как «клятва Грузии». В ходе обыска мы выявили огнестрельное оружие боевого назначения. А также при обследовании домовладения было обнаружено 3 ружья с боеприпасами и военный рюкзак с провизией. На книжном стеллаже обнаружен грузинский документ, удостоверяющий его личность, денежные средства валюты Грузии и пластиковые карты банков Грузии. Затем был обследован приусадебный участок данного домовладения. В собачьей будке обнаружен сверток, который впоследствии, по заключению экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Республики, является взрывчатым веществом. Принимаем коробку из пакета. Коробка обернута в скотч. А где произошел контакт? В Грузии? Посредством чего передавал? На меня прямо вышел. Назвался земляком. Хизанишвили Шалва задержан и доставлен в здание службы госбезопасности, где в ходе опроса он подтвердил свои контакты со спецслужбами Грузии. В результате исследования его телефонного аппарата установлена переписка с абонентом украинского оператора сотовой связи, сотрудником спецслужб Грузии Пипетариелом, осуществляющий подрывную деятельность на территории Республики Абхазия. Согласно полученным данным, Хизанишвили выполнял задание, осуществив видеосъемку одной из пограничных застав ПУ ФСБ России, дислоцированной в Республике Абхазия, за что он получил денежное вознаграждение. Позже Хизанишвили было передано в тайниковой закладке взрывное устройство, обнаруженное впоследствии у него на приусадебном участке. Следственным отделом Службы госбезопасности Республики Абхазия в отношении Хизанишвили Шалвы Давидовича возбуждено уголовное дело по 2 статьям. 217, часть 1, незаконное приобретение и хранение оружия, и 274 УК Республики Абхазия, шпионаж. Президент Абхазии Бадыр Гунба почтил память бойца интернациональной бригады «Пятнашка» Батала Бигвава, позывной «Балу», погибшего при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Глава государства, вице-президент Беслан Бигвава и глава Ачимчирского района Алхас Кация посетили гражданскую панихиду в доме погибшего воина в селе Баслах. Руководители государства выразили глубокие соболезнования родным отважного бойца Батала Бигвава. С памятью о войне, желанием мира в детских садах и школах Галского района прошли утренники к 32-й годовщине Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Слово Ради Цулукия. 29 сентября во всех детских садах Галского района прошли мероприятия, посвященные 32-й годовщине Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Мероприятия начались с возложения цветов к мемориалам павшим в Отечественной войне народа Абхазии. Победы много лет тому назад. День Победы помнят деды, каждый из ребят. Над сухими золото листвы, молящим до необъятной дали, будь за сыновей голда псны, боевые и лучи медали. Несмотря на юный возраст, дети с искренним участием подошли к этому важному дню. Под чутким руководством своих воспитателей ребята подготовили сценки, стихи и патриотические песни.
Иахьа ахәыҷбаҳча аҿарпыныхны иазгәаҳҭеит аиааира амш иазкны ахәылԥаз. Ахәыҷқәа ажәеинраалақәа ирыԥхьеит, ашәа рҳәеит, икәашеит. Аԥсны иқәынхо ажәлар зегьы исҭахуп ирыдысныҳәаларц иааиуа аиааира амш. Аԥсны иазҳааит, иӷьацааит, иҟалааит аилибакаара, аҳәоу иқәшәара, шьардаамҭа, аԥсынра. Участие в таких событиях помогает детям с раннего возраста осознавать значимость исторических дат, формирует у них чувство патриотизма, любви к своей родине и уважения к подвигу старших поколений. Сегодня, 29 сентября, по поручению отдела образования во всех садиках города Гал проводится мероприятие, посвященное ко Дню Победы. Пользуясь случаем, хочу поздравить весь народ Абхазии с Великой Победой. Мы будем всегда помнить о подвигах наших предков. Пусть никогда не повторится и никогда наш народ не пройдет тот путь, который пришлось пройти. Всех поздравляю с Днем Победы, а особенно наших ветеранов. Пусть на нашей земле всегда будет мир и ясное небо над головой. Приближающийся День Победы отметили также в общеобразовательных учреждениях Галского района. Наша съемочная группа посетила Шишекуарскую среднюю школу и Хацкскую первую школу, где также прошли торжественные мероприятия. Участники подготовили насыщенную и трогательную концертную программу. Звучали проникновенные стихи и песни. Школьники исполнили танцевальные номера, театральные сценки, в которых передали чувства поколений, переживших войну. Добрый день, дорогие учителя, уважаемые гости, дорогие ученики. 30 сентября – это священный день для каждого из нас. Это День Победы и независимости Республики Абхазия. Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто отдал свою жизнь, чтобы мы могли жить под мирным небом. Память о них живет в наших сердцах. Мы, молодое поколение, помним и чтим их подвиг. Прошу всех встать для исполнения гимна Абхазии. День Победы в Отечественной войне народа Абхазии – это не просто дата в календаре, это великая страница в истории нашей страны. В этот день, самый священный день нашей истории, я хочу поздравить 30 сентября с Днем Победы каждого жителя Абхазии. В этот день мы вспоминаем в первую очередь всех наших героев, которые отдали свою жизнь за свободу и за независимость. Вечная всем им память, вечная слава. Хочу поздравить в первую очередь дорогих наших ветеранов, пожелать в первую очередь здоровья, самое главное, благополучия, всего самого наилучшего, мира и процветания нашей республики. Наунагдза, Шардам, Тапсынра, Инахузат, Тапсынра. Каждый год 30 сентября в Абхазии вспоминают подвиг защитников Отечества, отстоявших свободу своей страны ценой собственной жизни. Память о них живет в сердцах людей и передается из поколения в поколение. Поздравляем вас с праздником, с Днем Победы! Внимание! Звучит государственный гимн Республики Абхазия. Добрый день, уважаемые гости, коллеги, родители, учащиеся. Поздравляю вас с Днем Победы. Желаю мира, добра, процветания. Спасибо нашим ребятам за свободу, вечная память нашим героям. И Сумшай Казай Атымшра, Нагзарак Зай Ахапитра, Нагзарак Зай Апсна. Еще раз с праздником, дорогие мои. Поздравляю. Гушна, Марьяна Смеяира, Учаухай, Ахан, Тхазачны, Учитшахну, Чаглакна, Хира, Тачасна Хашац, Ятра Буны, Атабях Шаша, Ажра Кортусны, Нухыц, Ахити, Ахла Кортусны.
Дзимце урысны, шала бабаны, хаузыпшы, яхылапшы шахала, гири жаны еты шаханы, аку апсуа раштаду антала, адунезе гул дишан ханы. Прошедшие память за ладонь, а буря мерзкого отчаяния, задухавшая от молчания, не сломила вас в войне из-за чувств к своей стране, и кровь пролили вы свою, погибая лишь в бою, и стояли вы горой, жертвуя своей душой, а плач родных за вас рекой, под страхом смерти огневой, не скончался лишь мольбой, из-за жизни той родной, и будем помнить мы всегда, как вы сражались все тогда, как бились насмерть до конца за землю вашего отца, как отдали те сердца, превращаясь в мертвеца, и гордо молвили, любя, держись, Абхазия моя. Сегодня в средней школе номер 1 село Хиацха прошло мероприятие, посвященное ко Дню Победы абхазского народа. Желаю всем добра, мира, процветания, чтобы больше никогда не было войны. С наступающим праздником! Воспитание подрастающего поколения на примерах героизма, мужества и любви к родине – одна из главных задач общества. И мероприятия, проходящие в детских садах и школах Галского района, являются ее неотъемлемой частью. Рада Цулукия, Борис Цацуа, Александр Хуторов, Гал Медиа. Началось выдвижение кандидатов в депутаты органов местного самоуправления. В соответствии со статьей 18 закона о выборах в органы местного самоуправления Республики Абхазия, выдвижение кандидатов в депутаты начинается за 40 дней до выборов и заканчивается за 20 дней до выборов с 29 сентября по 19 октября. Кандидатов в депутаты могут выдвигать избирательные объединения и инициативные группы избирателей. Избирательные объединения вправе выдвинуть одного кандидата по одному избирательному округу, на территории которого они действуют. Собрание избирательного объединения коллективов, предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений избирателей по месту жительства правомочно, если на нем присутствует не менее 50 избирателей. При выдвижении кандидатов в депутаты собрания от группы избирателей необходимо создание инициативной группы в количестве не менее 5 человек. Группа избирателей проходит регистрацию в соответствующей избирательной комиссии города, района, города в районе, поселка, села. Для выдвижения кандидатов в депутаты собрания города, района, города в районе от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 50, но не более 70 подписей избирателей округа. А для выдвижения кандидатов в члены собрания поселка, села не менее 10 подписей. Выборы в органы местного самоуправления состоятся 8 ноября. На территории Галского района действует пограничная зона с особыми правилами и требованиями в соответствии с законами Абхазии. Пограничный режим в пограничной зоне служит исключительно интересам создания необходимых условий охраны государственной границы Республики Абхазия и включает в себя правила въезда, временного пребывания, передвижения лиц и транспортных средств, хозяйственной, промысловой и иной деятельности, проведения массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий.
мероприятия. Граждане, прописанные в пограничной зоне, обязаны иметь паспорт, либо заменяющий его документ для граждан, не достигших 14-летнего возраста, свидетельства о рождении. Такие документы дают право свободно передвигаться в пределах пограничной зоны, а также право свободного въезда и выезда из пограничной зоны. Профилактика прежде всего. После аварии на водоводе специалисты Галской санитарно-эпидемиологической службы рекомендуют кипятить питьевую воду. И вновь тему продолжит моя коллега Тея Басария. Вода играет важнейшую роль в жизни каждого человека и общества в целом. Она необходима для обеспечения здоровья людей, развития сельского хозяйства и производства. Доступ к чистой воде способствует стабильности в обществе, снижает социальные конфликты и повышает качество в жизни в целом. В связи с недавними сходами большого количества земляных масс на бассейны водоводов в селе Речь, телеканал Галмедиа обратился в санитарно-эпидемиологическую службу Галского района с целью получить разъяснение по вопросам качества питьевой воды. Наши корреспонденты в первую очередь хотели узнать, как часто специалисты проводят анализ воды, особенно в условиях возможного загрязнения после подобных природных происшествий, а также что делать в случае, если вода визуально мутная и загрязненная. Из-за того, что у нас нет полноценной лаборатории, и лаборантка только на полставки, одна лаборантка, это с высшим образованием, мы вынуждены возить питьевую воду из 5 точек каждый месяц, первые числа месяца в Сухуми. Оттуда нам дает специальную официальную данную о качестве воды, и химический анализ, и бактериологический анализ. До аварии у нас не было случая, что вода была плохая. Но если не погода, если вода мутная, то через 3 дня они могут присылать нам ответы. Несколько пересевов они там делают. Это их лабораторные дела. Я не могу это точно вам сказать, какие процессы там идут. Если ПЦР, то могут в тот же день тоже могут. Но это если экстренные случаи, если ЦИТО мы напишем, что это срочно сделать, то вот так и было на скважине, что сделали анализы. По словам сотрудников СЭС, помимо постоянного контроля состава воды в самом городе Гал, который питается централизованно, специалисты выезжают в сельские населенные пункты района. Это связано с тем, что в селах района отсутствует магистральное водоснабжение, и местные жители используют воду из колодцев. Главный бактериолог Галской СЭС Тинатин Джоджу отмечает, что для профилактики даже фильтрованную воду необходимо кипятить перед употреблением. Это простое, но эффективное действие, которое помогает избежать попадания в организм различных бактерий и микроорганизмов. Фильтры – это механическая очистка грубых частиц, находящихся в воде. При замутнении оно может стать прозрачным, но по бактериологическим данным оно не может очистить бактериологически, не может. Даже если не мутная, если очень прозрачная вода, там не проводится хлорирование воды. Поэтому лучше всего воду прокипятить для питьевой цели, чтобы не заразиться, особенно дети и пожилые. При заражении может появиться очень серьезные болезни, как дизентерия, как сальмонеллез, аденовирусная инфекция. И вот. Таким образом, несмотря на регулярные проверки и мониторинг качества воды, СЭС рекомендует всем жителям района соблюдать элементарные меры предосторожности, а при возникновении сомнений в качестве воды немедленно обращаться в соответствующие службы для проведения дополнительных анализов. Тея Басария, Александр Хуторов, Галмедиа. А сейчас образование и все, что с ним связано. Традиция, уважение и благодарности. 3 октября в Гале отметили День учителя. Подробности в следующем репортаже.
Сегодня, в первую пятницу октября, в Галском районе отметили День учителя. Этот праздник уже стал доброй традицией для местных школ. Впервые он был проведен здесь еще в 2002 году. И с тех пор каждый год объединяет педагогов, учеников и родителей в атмосфере благодарности и уважения. Ну, я не знаю, этот праздник, наверное, давно уже существует, но отмечать здесь мы его начали в 2002 году, когда я еще была в 10 классе. Это было для Гальского района первое, новое, очень такое интересное. Я училась в школе под руководством Мананы Владимировны, в первой школе училась. Руководителем был Ахра Вячеславович. Я, естественно, преподавала его уроки, заменяла его. И на мне был костюм Мананы Владимировны. Я это никогда в жизни не забуду. Я еще и ручкой размазала, 3 дня отстирывала. Я не знаю, по сей день у меня любовь к этому празднику осталась. Это очень было интересно почувствовать себя в роли учителя. Не знаю, как сегодняшние дети к этому относятся, но для нас это было очень важно. Мы отнеслись ответственно. Мы поняли, какой, правда, это один день, но он дает понять, какой труд вкладывает учитель в ученика. Это познавательный, это полезный праздник. И мы тоже вот так можем посидеть, отдохнуть, посплетничать, кофе попить. Пользуясь случаем, и хочу поздравить всех учителей мира с этим праздником. Терпения, здоровья, силы и процветания. Я вообще в саму историю этого мероприятия чуть хочу вспомнить. Я первый раз в качестве учителя на этом мероприятии участие принимал в далекие 91-е годы. Я учился в Баслаховской средней школе, и наш директор был такой ветеран Великой Отечественной войны. Он во время войны потерял обе ноги. Он потом вернулся в мирную жизнь и продолжил работу в школе. Потом в дальнейшем стал директором школы. Он был заслуженный педагог Абхазской ССР, Грузинской ССР и отличник образования СССР. Такой был Чичико Ростович Хейба. Был великий педагог с большой буквы. Вот он в нашей Баслаховской средней школе это каждый год проводил. И это то мероприятие, которое я пронес всю свою жизнь с детства. Когда мы обсуждали День учителя, я еще тогда работал в первой школе, и я предложил директору школы Манане Владимировне провести это мероприятие у нас в школе. Вот о чем Анна говорила. Вот, и тогда дети этот праздник полюбили, как мне показалось, и оно в дальнейшем стало ежегодным, традиционным. Вот в данном случае я вот как с 2002 года начал работать в ГАЛ преподавателем. Мы его каждый год проводим. Вот. Ну, по крайней мере, я все эти 22 года это мероприятие проводил. Главной особенностью праздника является необычная традиция. В этот день ученики пробуют себя в роли своих наставников, ведь специальность учителя – это гораздо больше, чем профессия. Это умение понять ребенка, почувствовать его настроение, поддержать в трудную минуту. Конечно, это мероприятие призвано для того, чтобы влюбить детей в профессию педагога. Если из всех детей, которые участие принимают, это приблизительно около 30-40 учащихся, старшеклассников, если из них хотя бы 10% в дальнейшем продолжат обучение по направлению педагогических предметов, то я думаю, что это мероприятие свою цель выполняет полностью, потому что в дальнейшем мы получаем педагогов, которые в эту профессию влюблены с детства. Вот. Я как директор школы и как педагог вообще в первую очередь рад наблюдать за тем, как дети готовятся к этому празднику, как они ответственно к этому подходят. И в школе, и в самой дисциплине оно отражается позитивно, потому что дети, почувствовав себя учителями, они знают, каково быть учителем, что учителя ежедневно проживают в своей жизни. Я как работник в сфере образования, конечно, хочу поздравить, воспользовавшись моментом, всех педагогов всего мира с этим прекрасным праздником, пожелать профессионального роста, успехов, счастья, радости, и чтобы
всегда была возможность обучать подрастающее поколение в мирных условиях. Праздник дарит радость и самим педагогам. В этот день они доверяют свое место в классе одному из лучших учеников и впервые могут посмотреть на школьную жизнь со стороны. Для них это редкая возможность провести рабочий день отдыхая, посидеть в учительской, понаблюдать за учениками и насладиться праздником. Не как строгие руководители, а как благодарные зрители. Ну, на самом деле очень волнительно, думаю о том, как проходят уроки и так далее, но с другой стороны очень отрадно, так как они поймут, каково это быть учителем, какой труд заложен в этой профессии. Сегодня мой предмет «История Абхазии» ведет Алиса Кокискири. Я уверена в этой девочке, так как училась она хорошо и учится, и вот насчет нее я не переживаю. Поздравляю всех учителей с сегодняшним днем, терпения, долгих лет жизни и еще много-много позитивных дней. Мы работаем с детьми, стараемся им давать знания, прививать любовь к предметам. И все это делается для того, чтобы ученики наши смогли в дальнейшем освоить профессии, выбрать правильный путь в жизни. Всем удачи и успехов, мира нам всем, счастья и здоровья. Для школьников же это не только радостное событие, но и важный урок. Они учатся ценить труд учителя, понимают, сколько терпения, знаний и мудрости нужно, чтобы объяснить материал каждому ученику, донести сложное простыми словами. Прошел только один урок, и то не до конца, так что я не успел в полной мере, так сказать, насладиться этой профессией. Но все-таки я почувствовал, что это очень утомительно, очень сложная работа, так что в будущем все-таки может быть, да. Мне нравится эта работа, но слишком сложно. Преподавание это очень сложно. Дети, они очень бывают иногда шумные, не слушают, но самое главное найти с ребенком один так. Чуть-чуть, конечно, я нервничала сначала, но потом как-то смогли подружились тут. Все хорошо, не знаю. Расскажи, пожалуйста, как тебе сегодня понравились новые учителя и какие у тебя ощущения? Они очень хорошие, добрые. Тебе понравилось сегодня сидеть на уроке? Да. Поздравляю я всех учителей. Желаю учителям, чтобы было много-много хороших дней. И учеников побольше хороших. Слушались, чтобы и всегда были хорошие. Особенно младшие школьники, впервые примеряющие на себя роль педагога, осознают, насколько важен в их жизни настоящий учитель, образованный, чуткий, добрый и требовательный одновременно. Учителя помогают нам не только учиться, но и находить верный путь в жизни, верить в себя и открывать новые горизонты. Этот праздник напоминает о важности роли наставников и о том, что знание – самое ценное богатство. Тея Басария, Александр Хуторов, Гал Медиа. Глава администрации Галского района Константин Пиля поздравил педагогов общеобразовательных школ с Днем Учителя. В поздравительном адресе главы района, в частности, говорится: преподавательский труд вызывает особое уважение, он требует полного посвящения себя ученикам. В нем заложен особый глубочайший созидательный смысл – помочь каждому найти свой собственный путь, следуя в будущее. Потому не только поздравляю педагогов с их праздником, но и благодарю за благородную миссию воспитания молодежи и формирования ее ценности. Быть учителем сложно, но вы именно те, которых всегда помнят с теплотой. Желаю вам крепкого здоровья, мира и счастья, гордости за ваши труды, за ваших учеников. С праздником, дорогие учителя. Конец цитаты. Лидеры завтрашнего дня формируются сегодня. В День учителя в Центре дополнительного образования Россотрудничества города Гал на базе Галской первой школы прошло мероприятие «Лидеры завтрашнего дня» или «Что нужно знать и уметь, чтобы быть успешным» в рамках международного проекта «Российская инженерная школа». Репортаж наших корреспондентов.
3 октября в Центре дополнительного образования Россотрудничества в городе Гал, который работает на базе первой школы, прошло профориентационное мероприятие «Лидеры завтрашнего дня». Событие состоялось в рамках работы международного проекта «Российская инженерная школа» и собрало школьников, интересующихся наукой и технологиями. В эпоху стремительных изменений особенно важно помочь молодежи выбрать свой профессиональный путь, уверены специалисты РИШ, площадки, где школьники знакомятся с наукой будущего и пробуют себя в роли инженеров и исследователей. Цель проекта – донести, что инженерная профессия – это несложно, это интересно. То, что много направлений, также подразумевает эту отрасль. Поступить можно в России в разные вузы, связанные с этой деятельностью и учебой. Но в целом, соответственно, может кто-то идти просто в инженерии, кто-то может идти в биотехнологии, кто-то в IT-сферу. Все это очень интересно и, соответственно, затягивающе для детей. Как детям было интересно, так и взрослым. Участники мероприятия ознакомились с ключевыми научно-техническими направлениями: искусственный интеллект, биотехнология, космос, возобновляемая энергетика. Интересно очень. Что ты сегодня собрал? Я сегодня собрал вентилятор и звуковой аппарат. Я сегодня собрала вентилятор и звуковой. И как тебе? Это твое первое занятие? Да, первое. Очень понравилось. Да. Будешь еще ходить? Да, конечно, если будет возможность. Российская инженерная школа – это не просто образовательная программа, а стартовая площадка для будущих лидеров науки и техники. Проект помогает развить инженерный потенциал молодежи как в странах СНГ, так и за их пределами. Здравствуй, расскажи, пожалуйста, что ты сейчас собираешь? Мы собираем механизм на шестеренках. Свои впечатления сегодняшние и о лекции, и о самой сборке. Расскажи что-нибудь. О лекции очень интересно, все подробно информировали, проинформировали, рассказали хорошо. А вот насчет этого данного момента, этапа построения, здесь вообще очень интересно все сделали. Нам дают, то есть, возможность самовыражаться, собирать всякие конструкции и, в принципе, использовать их как-то. Впереди у участников Российской инженерной школы новые занятия, проекты и возможность построить успешную карьеру в мире современных технологий. Рада Цулукия, Борис Цацва, Гал, Медиа. Химия настоящего педагога о многолетнем пути заслуженного учителя Абхазии Эсмеральды Харитоновны Кецбая расскажут журналисты Гал Медиа. Быть учителем значит не просто давать знания, а вдохновлять, поддерживать и вести за собой. Это упорный труд, ежедневная отдача и, самое главное, любовь и преданность своему делу. Такие учителя остаются в памяти учеников на всю жизнь, и не только за полученные знания, но и за человечность. Химия – один из самых сложных предметов школьной программы. Формулы, реакции, таблицы. Многим они кажутся сухими и непонятными. Но в средней школе номер 1 города Гал все иначе. Благодаря одному человеку, педагогу с 54-летним стажем Эсмеральде Кецбая, химия здесь превращается в настоящее путешествие, полное открытий. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали стать учителем и кто повлиял на ваше решение? Помню, в 6 классе я была, у нас был учитель Изукбая Борис Григорьевич. Такой учитель был очень строгий, но не знаю, почему я его полюбила. И вот эти уроки мы вместе потом разбирали с одноклассницами вместе. Вот со школы как-то это у меня получилось. А попозже уже, в 10, в 11 классе, у меня был учитель химии, Пасарь Шало Максимович. Настолько интеллигентный, культурный, голос никогда не повышал. Такие уроки проводил интересные. И вот его подход к ученикам, его вот интеллигентность на меня очень повлияла сильно. Все время я с него брала пример. Это был самый-самый любимый учитель. Хотя у меня было много хороших учителей. Те годы, наши годы, это 60-е годы, знаете, очень хорошие учителя были. Особенно подход к ученикам. Такие теплые, такие вот понимающие отношения к нам, к ученикам. Что и вот это повлияло на профессию мою. Вы понимаете, я приехала сюда, и меня направили в Очугарскую школу. Район был такой сборный, совхоз, и разные категории были ученики.
Мне было сначала очень трудно, потому что сразу дали мне 9 класс. Очень сложные дети были. Там сборы с Гальского, из города Гали были. Ученики, они уходили с уроков часто, но мне очень помогал местный участковый Гачава Ген. Я с ним держала связи, все время мы их приводили, находили, приводили на уроки, было такое. Но они все равно, эти ребята, когда с ними найдешь подход, они все равно были какие-то вот понимающие. И в конце концов, наверное, вместе с помощью наших там учителей были, с опытом учителя, и при помощи вот этого участкового они закончили школу, прекрасные люди все стали. Так что я все больше и больше как-то закалялась в этой профессии. За плечами Эсмеральды Харитоновны годы упорного труда, сотни выпускников и искреннее признание коллег, учеников и родителей. Но самая главная награда – интерес детей. Она умеет не просто объяснять материал, а вдохновлять, превращать каждый урок в живой диалог. За эти годы, вы знаете, поменялось отношение как? Те годы, когда мы работали, были совсем другие нравственные стороны, я хочу сказать. Сейчас как-то более проще, кажется проще, но очень сложно сегодня. Потому что родители уже, хотя и тогда родители работали, в основном рабочие были, работали, но отношение к школе, к детям у них все же ответственнее были. Сейчас как-то родителям не до детей. Пусть они на меня не обижаются, но вот эти телефоны у них есть, сидят дома, а контроля меньше со стороны родителей. Я понимаю этих родителей, им сложно. Если им сложно воспитание детей, тем более нам. Поэтому какой-то подход нужно сначала с родителями найти, а потом уже и ученики будут ближе к нам. Очень много сложностей принесла эта техника, если так можно выразиться, но в то же время с умом, если пользоваться, это очень хорошая подмога и учителю, и ученику. А нам, конечно, учителям моего возраста сложнее, куда сложнее. Но я стараюсь, ученики помогают, чтобы проводить презентацию разных тем, учителя молодые. Как-то связь с молодыми у нас есть. Поэтому я тоже стараюсь не оказаться, как говорится, на стороне. Ну, так мы работаем. Что, на ваш взгляд, самое важное в обучении и воспитании детей? В воспитании самое главное сегодня с родителями работа. И каждого ученика, какой бы он ни был, надо разобраться, помочь ему надо сегодня, помочь, чего он хочет, какую сторону выбрать. Не то, что вот общеобразовательная школа называется, но есть ученики с разным наклоном. Вот в этом направлении надо больше работать и, по-моему, дифференцированно подходить к каждому ученику. И самое главное на уроке, когда вот объясняешь, беседуешь, ежеминутный контакт с учеником по глазам. Нужно видеть ученика, он слышит тебя, слушает тебя, понимает или нет. Наблюдаю, есть хорошие такие ученики, которые хотят и не боятся поднять руку, я не понял. Самое главное, вот это моя, вы знаете, моя цель. Если ученик не понял и не боится, он должен сказать мне об этом. Я буду с ним работать, лишь бы он хотел. А те, которые не имеют желания, их заставлять каким-то образом не получается, но их тоже терять нельзя. Это же личности. Им нужно, не обязательно, чтобы они химиками были, там, физиками или кто. Человечность в них воспитать. Самое главное – человек. Уважение к старшим, уважение к книгам, чтобы они книгу любили. Вы понимаете, вот сегодня на уроках разные методы обучения используют.
Я немножко консерватор. Я на уроке с книгами работаю. Вот так. И потом экспериментальная все-таки наука, химия. Очень хорошо, если бы мы побольше опытов показывали бы, побольше демонстраций были бы. Мы говорим, все имеют сложности, но химия как экспериментальная наука, если не увидишь, трудно понять. Как вы реагируете на трудности и на ошибки? Ошибки, вы знаете, нет таких, кто не ошибается. И если я ошиблась, я потом за это переживаю. Были у меня такие моменты, переживаю и стараюсь каким-то образом исправить свои ошибки. Перед учеником это будет, или перед коллегой, тоже бывают различные нюансы. И самое главное для меня ученик и родитель. Учительская профессия, она сложная. Мне уже столько лет, и до сих пор моя профессия на меня действует. Понимаете, она меня воспитывает до сих пор. Педагог – это по призванию должен быть, а не потому, что ты вот никуда не пошел и пошел на работу ради того, чтобы работать. Нет, это по призванию должен быть. И каждая моя оплошность, моя ошибка на меня очень сильно влияет. Я стараюсь. В современном мире очень трудно, но стараюсь, чтобы как-то быть ближе к ученику и родителю. Педагогика – это искусство воспитания и раскрытия личности. За доброжелательностью, вниманием и уверенностью педагога стоит огромная работа. Подготовка к урокам, постоянное обучение новым методикам преподавания, индивидуальный подход к каждому ученику. Что, на ваш взгляд, изменилось в школе за последние десятилетия? Разные изменения, конечно, есть. Выбирать начали уже ученики, куда, как. Больше по таким специальностям они идут, которые в жизни пригодятся. Есть такие вот направления лучше. Не то, что раньше старались именно с высшим образованием, именно то. Есть ученики идут, но потом уже другой путь выбирают тоже. Современные методы, вот сейчас интерактивные методы, например, очень, знаете, очень полезны и очень результативны применение этих интерактивных методов. Знаете, учитель очень большую роль играет. Помогает в становлении личности ученика, личности. Я всегда говорю, здоровье прежде всего, и потом умная личность должна быть. А умная не в том смысле именно химия, там, физика, вот эти предметы, чтобы знать, а чтобы они в этой сложной жизни разбираться могли, что хорошо, что плохо. В этом учитель сильно помогать должен. Что для вас значит быть заслуженным учителем? Это очень большая ответственность. Вы знаете, я до сих пор стесняюсь этого. Заслуженный учитель – это очень ответственная и очень, знаете, такая вот груз на плечах у тебя. Потому что каждый раз ты помнишь, что ты учитель, прежде всего это сложная профессия, и ты должен не отставать от современных методов обучения, от современности вообще. Заслуженный учитель – это очень-очень ответственность, большая ответственность. Нужно быть всегда готовым. Какими достижениями в своей педагогической деятельности вы гордитесь больше всего? Вы знаете, когда ученик выбирает твою профессию, это самое главное, мне кажется. Есть сейчас, в последнее время, я не могу похвастаться, но есть у меня ученики, которые химиками работают, биологами, химия, биология вместе, предметы это могут преподавать. Последние годы тоже ученица в АГУ поступила, прекрасный химик, биолог, работает у нас. Вот это самое главное, когда свой труд видишь, когда есть последователи.
продолжатели твоей профессии. Звание «Заслуженный учитель» – признание многолетнего пути, но для Эсмеральды Киспая важнее всего успех учеников и их любовь к знаниям. Какой совет вы могли бы дать молодым учителям? Им где-то легче работать, потому что они понимают сегодняшнюю молодежь. Молодых легче понимают, легче находят общий язык. Свободнее они, свободнее. Но в то же время я бы посоветовала им, молодым учителям, знаете, каждому ученике вот такой легкий подход. Вот сегодня ты молодец, ты выучил урок, допустим, ты вот это сделал. Но они должны приучать детей к сложностям. Учитель, молодой учитель, ему сложно. И сегодняшнее время такое, что они должны вот эти сложности, которые есть, могли вот это преодолевать. Вот я наблюдаю, какой подход у них к ученикам. Да, сегодня хорошо вроде все, но вот это глубоко, глубже надо к ученикам относиться, более не так поверхностно. Что помогает вам сохранять вдохновение и любовь к профессии? Наверное, любовь к своей профессии, во-первых, и то, что вот ты идешь подготовленная к уроку. И когда ты видишь отдачу от учеников, это самое главное. Отдача, чтобы они понимали. Большинство, когда тебя на уроке понимают, и на следующем уроке отвечают, вот это вдохновляет. И видишь ты, что этот пойдет дальше, этот ученик. Как вы объясняете ученикам сложные химические процессы простыми словами? Вы понимаете, высокопарные слова, такие вот показательные уроки, да? На уроке учитель доступно должен объяснять. Я всегда говорю, вот формула, очень сложные формулы по химии, да? Я всегда им стараюсь, поймите эту формулу. Поймете формулу, вы его запомните, вам будет дальше уже легче. И вот самое главное – понимание. Самое главное, чтобы они не зубрили. Не зубрили. Что понял, вот это что? Доступными своими словами. Даже правила, когда мы учим, я говорю, как ты это правило понял, скажи своими словами. Я доступно стараюсь им вот это объяснять. Химия, я еще раз подчеркиваю, экспериментальная наука. И все нужно показывать детям, понять. Вот они, когда увидят, они же запомнят это, поймут, почему это так происходит. Вот это самые сложности в этом только. Вы знаете, мой минус в чем? Я вот эти вот опыты демонстративно, если не показываем, мы должны показывать эти опыты. Есть в учебниках эти диски, которые можно включить и демонстрировать. Вот это мой минус, например, в сегодняшней работе, что я вот это вот не все использую. Вот в этом мне нужна помощь, и, наверное, я использую своего же опять ученика, чтобы он мне помогал вот это демонстрировать, хотя бы показывать. Если не самой лично, то по доске, по интерактивному методу показывать. Вот это мой минус. Выводы для меня, если ты не можешь все, что есть вокруг тебя, использовать, уходи. Сегодня в лице Эсмеральды Харитоновны Кицпая мы говорим спасибо всем педагогам, кто с любовью и терпением воспитывает новые поколения, открывает им мир и помогает поверить в себя. Именно такие учителя формируют будущее нашей страны. Рада Цулукия, Борис Цасво, Гал Медиа. Первая на первом. Команда школы номер 1 города Гал стала победителем военно-спортивной игры «Аяйра». Подведение итогов игры прошло в присутствии корреспондентов нашей телекомпании.
Сегодня в Гале прошло торжественное награждение победителей военно-спортивной игры «Аяйра», которая собрала школьников для проверки силы, ловкости и командного духа. Она проводилась в честь 32-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии к 80-летию первого президента страны Владислава Ардземба. Я хочу сказать, что в данном случае нет проигравших, нет выигравших. Есть участники, которые добросовестно выполняли то, что было на них возложено. Хочу, забегая вперед, сказать следующее. Вам всем здесь, вашим руководителям, что такое мероприятие мы еще проведем до конца этого учебного года. В мае месяце, в честь победы в Великой Отечественной войне, такое же мероприятие будет проходить здесь, в городе Гал. Я надеюсь, что к этому мероприятию каждый из представителей всех школ подготовятся лучше. Я еще раз вам выражаю благодарность от лица отдела образования администрации Галского района, лично от себя, как руководителя организации этого мероприятия, благодарен за то, что вы эти 3 дня, каждый день с утра приезжали сюда, готовые отстоять честь и достоинство своей школы. Еще раз хочу вас поздравить с победой в Отечественной войне народа Абхазии. Удачи вам, счастья, радости. Почетное 3-е место заняли учащиеся 2-й школы города Гал. 2-е место завоевала команда школы села Вяда-Баргяб, показав упорство и отличную подготовку. Главный кубок соревнований и 1-е место достались учащимся 1-й школы города Гал, которые стали безусловными лидерами игры «Аяйра». Вот взяли 1-е место, рад очень сильно. Это командная работа, усердно тренировались. Всем благодарю, вручили много медалей, грамоты, все рады. И еще мы желаем Галскому району в республиканском соревновании, чтобы взяли 1-е место. Мы очень рады, что получили 2-е место. Спасибо, хочу сказать всей команде. И в будущем надеемся, что займем 1-е место. Помимо основных призовых мест, организаторы отметили участников в различных номинациях. Ребят наградили грамотами и медалями за успехи в отдельных дисциплинах, проявленное мастерство, волю к победе и умение работать в команде. Атмосфера настоящего праздника стала достойным завершением увлекательных и напряженных соревнований. Тея Басария, Александр Хуторов, Гал Медиа. Эрудиты победили. 3-й турнир «Что, где, когда» прошел в Гале. Он организован благотворительным фондом «Женский фонд развития» при поддержке отдела молодежи и спорта администрации Галского района. 28 сентября в городе Гал состоялся интеллектуальный турнир «Что, где, когда», организованный благотворительным фондом «Женский фонд развития» совместно с отделом молодежи и спорта администрации Галского района. Мишель Пастуро пишет, что яркий цвет их в США был выбран для того, чтобы в загрязненном сером воздухе больших городов их было легче разглядеть. Что такое оно? Время. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Успели. Все, время вышло. Правильный ответ – это такси. Мероприятие объединило участников, увлеченных духом соревнования и стремлением к знаниям. Турнир стал отличной возможностью для молодых людей проявить себя, потренировать мышление и логику, научиться работать в команде и, конечно, интересно провести время в интеллектуальной атмосфере. Сегодня мы проводим интеллектуальный турнир по игре «Что, где, когда», и мы очень рады, что данное мероприятие мы уже проводим 3-й год подряд совместно с отделом по молодежи и спорту администрации Галского района. И в этом году мы расширили нашу географию. Если в предыдущие разы у нас были участники только из Галского района, то в этом году у нас участники из городов Ачамчира и Тхварчал тоже.
И мы надеемся, что в следующем году мы проведем республиканского масштаба турнир, где мы сможем пригласить в наш город Гал команды, которые хотят посостязаться в этой интеллектуальной игре уже со всех городов и районов Абхазии. Состязание проходило в 3 тура. Все команды показали высокий уровень подготовки, настойчивости и желания победить. С каждым раундом игра становилась все более напряженной, а вопросы сложнее. В финал вышли 2 сильнейшие команды, и по итогу упорной борьбы победу одержала команда «Эрудиты» из города Тхуарчал. Я не первый раз бываю на «Что, где, когда», и мне очень понравилось, как и в прошлый раз, все было отлично. Ну, мы были очень рады, на самом деле, очень волновались, и только позитивные эмоции. Игра прошла, я думаю, что очень даже хорошо. Спасибо большое всем организаторам за данное мероприятие. Было очень приятно поучаствовать. Мы дошли до финала, участвовали в перестрелке, но, к сожалению, чуть-чуть нам не хватило до победы, можно так сказать. В любом случае, это очень хороший опыт для нас. Очень советую ребятам, школьникам, преподавателям, вообще в целом всем участвовать в интеллектуальных играх. Это развивает мышление, вообще командное мышление в целом. Еще раз хотелось поблагодарить всех организаторов, всех, кто принимал участие, ребят, школьников, преподавателей. Огромное спасибо, было очень приятно поучаствовать. Нужно отметить, что каждый участник унес с собой не только памятные впечатления, но и полезные знания, а также вдохновение для новых свершений. Сегодня у нас в городе Гал прошла интеллектуальная игра «Что, где, когда». Мы эту игру проводим с совместным женским фондом развития уже 3-й год. Предыдущие года мы проводили в Гальском районе, только участвовали команды с города Гал, из Гальского района. В этом году у нас команды поучаствовали с города Тхуарчал, с города Чимчира. Колоссальный опыт приняли ребята. Игра получилась интересной. У нас участвовали 6 команд, по 6 игроков. Мероприятие у нас прошло очень хорошо, ребята остались довольны. Бесспорно, проведение подобных мероприятий не только способствует развитию мышления и расширению кругозора участников, но и создает прекрасные условия для общения, обмена опытом и новых знакомств среди молодежи. Рада Цулукия, Борис Цацуа, Гал Медиа. На этом наш выпуск завершен. Уважаемые телезрители, следите за новостями Галского района и всей республики вместе с телеканалом Гал Медиа и редакцией информационной программы «События недели». До новых встреч в эфире.